Кто первым заселил Америку? Тюрки или евреи? Разбор разных версий. Книга Абрара Каримуллина «Прототюрки и индейцы Америки». Выпуск 7. Чтобы понять те громадные трудности, которые стоят перед учеными в области сравнительного изучения индейских языков с языками алтайскими, сделаем небольшой экскурс к истории заселения Америки. По мнению большинства ученых, заселение Америки из Азии происходило 20-30 тысяч лет тому назад. Отдельные ученые отодвигают эту дату даже на 50-100 тысяч лет. Считается, что заселение Америки происходило в ледниковые периоды, а именно в последний ледниковый период, когда значительное количество океанских вод превратилось в ледники на полюсах, и это открыло сухопутный путь от Азии в Америку. Хотя теория заселения Америки через Чукотский мост, Алеутские острова, является в основном признанной среди многих историков, но в ней имеются и некоторые слабые стороны, что вызвало серию новых гипотез в этом вопросе. Есть теория о заселении Америки из Европы, из Африки, что она была заселена финикийцами, ассирийцами, троянами, римлянами, этрусками, греками, евреями, индусами и другими, что эти переселения происходили через Атлантиду, которая якобы находилась в свое время в районе Атлантического моря. Для подтверждения этой гипотезы их авторы приводят и примеры о наличии в Америке грандиозных памятников, якобы построенных по образцам египетских пирамид и так далее. В отдельных индейских языках находят и баскские слова народа, ныне живущего в Испании, которые в свое время были известными мореходцами, отдельные представители которых, оказавшись в воде океана, конечно, могли попасть в Америку. Когда в глубинных районах Америки нашли еврейское поселение, начали утверждать, что культура индейцев майя, кечуа, была создана ими. Но исследования показали, что они переселились в Америку уже после его открытия, избегая преследования в Европе после открытия этого материка. Была выдвинута гипотеза о существовании своей Атлантиды в Тихом океане между Азией и Америкой, которую назвали Мо. Вот он якобы был мост между Азией и Америкой. Даже есть теория, что внук Чингисхана Кублай-хан 1216-1294 годы жизни, с огромным количеством войск на 800 судах отправились на покорение Японии, заблудились и попали в бурю, и течением Куросава были занесены в Америку, и они якобы создали там эти огромные сооружения. То, что на берегах Западной Америки находят керамические изделия японского происхождения, в языке индейцев встречаются элементы японского, китайского, корейского, баскского языков. Все это можно понять. Да и в антропологическом отношении индейцы не составляют единую расу. Там имеются индийские племена карликового роста, напоминающие пигмеев Африки. Жили они в южной оконечности Латинской Америки, и высокие, стройные племена патагонцы. Среди индейцев много не только монголоидов, но и европоидов, и племена, находящиеся в антропологическом отношении между этими расами. Как видим, для разных гипотез о заселении Америки есть определенные основания, факты, которые невозможно объяснить лишь теорией о заселении этого материка
лишь через Чукотку, через Алеуты и лишь из Азии. Основание для такого утверждения имеется и в мифологии самих индейцев. Так, среди индейцев Центральной Америки бытовала легенда о том, что их вождями в прошлом были белые люди, которые привели их в Юкатан, а затем уплыли обратно в океан, обещав вернуться потом. Незадолго до высадки испанцев в Юкатан вождь индейцев майя видел сон, а снам они придавали вещее значение, что скоро вернутся их белые вожди. И когда испанский авантюрист Кортес с кучкой головорезов высадился на берег, индейцы встретили их как своих вождей с великими почестями, чем и пользовался Кортес, и с кучкой бандитов сумел покорить и разграбить многотысячный народ. Сейчас считается, что среди индейцев майя, ацтеков, были и белокожие люди. Когда антропологи интересовались группой крови индейцев, то обнаружили, что нет среди них людей с группой крови А. Серологические же исследования останков вождей показали, что они имели кровь группы А, что присуще народам Старого Света. Вот факты, которые послужили поводом к проявлению новых и новых гипотез о заселении Америки в глубокой древности. К этим фактам можно добавить и другие. Среди них укажем на путешествие Тура Хейердала на тростниковых судах Ра-1, Ра-2 с берегов Африки в Центральную Америку. Норвежский ученый этими плаваниями доказал возможность заселения Америки и из Африки. Он установил, что очень много сходного в построении камышовых лодок в водоемах Перу, Мексике, Чили в Америке и в Нигеру, Чили, Чаде в Африке. Для плетения из тростников судов в Египте были приглашены индейцы кечуа из района озер Титикака. Все это дает ему основание говорить, что дорога в Америку была известна народам Африки, Азии и Европы. Дорогу туда знали и народы Скандинавии. Наличие контактов в далеком прошлом Африки и Европы с Америкой в доколумбовский период установлено и новыми фактами. Так что в свете новых фактов уже невозможно утверждать, что заселение Америки шло лишь через Чукотку, Берингов пролив и через Алеутские острова, что якобы не попадали в Америку из Азии и водным путем, и из Европы, и из Африки, и через Океанию. Но возможность проникновения в Америку через Океанию из Азии можно говорить и на основе геологических изменений суши в исторический период, когда в Америку можно было попасть путем каботажного плавания через Океанию, как были потом заселены острова Океании, Австралии, Новая Зеландия.